Всем привет! Я нахожусь во Владивостоке, уже пятый день. Приехал сюда за машиной, за пробежной. Думал, куплю за 500 тысяч. Весь Владивосток перекопал, потом поехал в Уссурийск, там смотрел машины. Пробежные машины очень-очень плачевном состоянии. Поэтому было решено добавить денег и купить беспробежную машину, что я и сделал. И снял жилье, решил остаться на месяц во Владивостоке, посмотреть этот город, изучить, как тут что делается, что творится, как люди крутятся и так далее. И сейчас поеду на авторынок и покажу маленько рынок, да, зеленый угол, где продаются беспробежные японские машины. Самый большой авторынок на Дальнем Востоке, да вообще по всей России, самый большой рынок, где продаются самое большое количество японских автомобилей. И беспробежные машины тоже надо уметь искать, смотреть, потому что не все золото, что блестит. На что именно стоит обратить внимание, как смотреть, сейчас я пойду и расскажу. Еду на авторынок. Тут, короче, очень сложная дорожная развязка во Владивостоке. Все вверх-вниз. Дороги не прямые, а все вот такие. Поэтому без карты запоминать очень сложно. Спасибо тем людям, кто придумал навигатор, да? Все японские машины ездят, все праворульные почти. Очень много машин, прям глаза разбегаются, да. Например, Honda Step Wagon. Вот. Ни номера, ни ценника, ничего нету. Сейчас что-то цены не пишут нихуя. Надо звонить, спрашивать. Когда звонишь, спрашиваешь, говорят, подойди, посмотри, типа такого тона. Я что-то не с той стороны заехал. Вот он рынок, короче. Вот рынок. Вот. Вот. Вся японская техника, короче, здесь. Вот, например, стоит Toyota Estima. Я сам хотел такую, но у меня бюджет не позволял, поэтому я купил Honda Fit Shuttle 2011 года, 3,5 балла. То есть, вот увидели машину, подошли, смотрите номер, нет. Если есть номер, звоните, вызывайте сюда продавца и спрашиваете аукционный лист, там написано пробег и балл. То есть 3,5 балла, 4 балла, 4,5 балла. И в некоторых аукционниках написано R. R это значит восстановленная машина, то есть после ДТП. Поэтому надо смотреть на аукционник. Потом смотрим номер кузова, сверяем с аукционником. Потом, если ПТС получен, электронный ПТС, это у всех есть ПТС в основном. Берем ПТС, смотрим номер двигателя и сверяем номер двигателя. Вчера вот я ездил смотреть машину, меня попросили съездить, посмотреть машину. Я поехал, взял у него ПТС, смотрю номер двигателя на ПТС и на движке разные. Поэтому надо быть осторожным, потому что, говорят, на учет такие машины не ставят. Ну и смотрим внешний вид, соответственно, лакопокрасочное покрытие. Открываем капот, смотрим, масло проверяем, лонжероны, телевизор и так далее. Ну, кроме внешнего вида, вот проверяем, получается, вот такие документы. Пробег можно еще пробить на сайте Valeado. Там указана дата аукциона и каким пробегом разыгран данный автомобиль. То есть в основном все накрученные пробеги, то есть уменьшают специально, чтобы люди охотно на это шли, да, покупали. Поэтому надо на сайте проверить valeado.ru, пробить номер кузова, и там все выведется. Некоторые машины не выводятся, от таких машин тоже лучше
держаться подальше. Короче, здесь цена рыночная, соответственно. Перед тем, как ехать на рынок, надо смотреть интересующую машину в дроме, цену узнать, да, ну, среднюю цену. И здесь уже, когда будете спрашивать, будете знать в голове, какая стоимость данной машины, потому что цену не пишут, и будут уже говорить из головы, да, кто подошел, кто спрашивал, как спрашивает, и будут так говорить. Поэтому уже примерно будете знать цену, если будете смотреть заранее в дроме. И еще один момент, если вы не торопитесь, если у вас есть время, можете заказать машину напрямую из аукциона. Это с ожиданием, получается, от 1 до 2 месяцев, но оно того стоит, потому что там на порядок дешевле получается. Вот я сам хотел тоже заказать через аукцион, но мне сказали, там ожидание до 2 месяцев, и мне просто не было времени ждать, не хотел ждать, поэтому я купил на этом рынке свою машину. А те, кто не торопится, можете, получается, заказать. Есть надежные ребята, которые этим занимаются, уже очень много машин поставили. Ну, в основном в Якутию, да, ребята сами из Якутии, ну и другие регионы тоже поставляют. Я номер и ссылку в Инстаграм оставлю под описанием, можете к ним обратиться и сказать от Эркина, да, и самое, они вам помогут, подскажут, расскажут, как это все делается, как это все отправляется, оплачивается. Там намного ниже. Я вот сегодня, например, смотрел Subaru Impreza 2017 года на аукционе, да, ну, пробил по калькулятору, и мне до Владивостока вышло 1 117 000 рублей. И зашел на дром смотреть такую же машину, ценник стоит за 1 400 000, ну где-то около 300-250 000, такая экономия. Чем дороже машина, тем больше экономия получается. Вот человек знакомый недавно тоже заказывал Prado себе, и у него обошло, ну, где-то экономия вышла около 1 000 000 рублей. Так что ощутимая разница. И вчера смотрел блоги у одного человека, он рассказывал, из Казахстана очень многие покупают беспробежные машины, да? Но в Казахстане праворульная машина запрещена на учет ставить, поэтому они заказывают на аукционе, покупают, на учет ставят где-то в Омске, там рядом в Новосибирске, и уже на российском учете ездят по Казахстану. Ну, зато на свеженькой машине, но из-за российской таможни цена будет, ну, соответственно, как в России. Вот. Здесь же вам предложат автокредит, если у вас денег не будет хватать на какую-то машину, да, но советую лучше этого не делать, потому что у них комиссия 35 000 рублей, плюс какую-то страховку обязательную впихают стоимостью 40 000 рублей. То есть вы, получается, берете кредит, например, 200 000 рублей, и сверху еще берете на комиссию на ихнюю и на этот, как его, страховку. Поэтому лучше этого не делать. Но если вам действительно нужны деньги и у вас не хватает денег, ну, то, конечно же, можете взять кредит и пользоваться их услугами. Потому что, допустим, приехали с деньгами, там 800 000 рублей, да, а вам понравилась машина за 1 000 000 рублей, и прям вот хотите его, ну, а что делать, если никто вам не одалживает деньги, придется у них брать. Ну, и можно и побольше брать. Ну, хорошо тем, что это автокредит, и процент будет чуть пониже, чем у потребительского кредита. Машина у вас будет оставаться на ограничении, пока не оплатите кредит. То есть вы не можете его перепродать, пока не рассчитаетесь с кредитом. То есть будет стоять в Росреестре ограничение на продажу. Вот. А если себе берете, вы можете смело ездить, ну и оплачивать кредит. На учет поставить можете себе и ездить. Так что вот такие дела.
Ну все, что я буду тут ходить туда-сюда, машин очень много, не могу все рассказать, показать. Примерно, думаю, посмотрели, будет ценник, и можете сами определиться по объявлениям. Но опять же повторюсь, что можно брать эти машины прямо из аукциона, но, соответственно, не сами, а через людей, но это будет намного ниже рыночной цены. И будете выбирать сами конкретно, какую машину хотите, какой марки, какой модели, какого цвета, какого объема, какой комплектации и так далее. То есть, а не то, что там вам предложат, получается. И когда будете в аукционе брать, будете ставить уже на фильтрации. Бальность можете ставить там, смотрю, только 4-бальные, там 3,5 балла или 5 баллов и так далее. То есть поэтому там намного безопаснее. А здесь получается очень много разных вариантов, которые продают вам восстановленные, там утопленные и так далее. Ну, в Японии тоже, говорят, хватает таких мотивированных людей, но тем не менее, я думаю, там более безопаснее самому покупать. Вот. Ну, опять же, надо обращаться к тем людям надежным. Вот, под заказ, кто перевозит, у них тоже много мошенников и так далее. Поэтому надо брать, именно обращаться к проверенным людям. Вот так, друзья. Ладно, буду возвращаться. Чуть у нас сегодня жарко стало, 5 дней. Сколько я здесь находился, всегда были дожди, а сегодня вот настоящая летняя жара. Наконец-то солнце светит, а я без солнца прям не могу жить, да? Потому что мы народ заходите солнца. Да, еще чуть не забыл, пока я здесь нахожусь, могу вам отправить запчасти хоть куда, в Якутию, в Казахстан, в Кыргызстан и другие страны, да, или регионы. То есть оказать услугу, купить запчасть на разборе контрактный и сдать транспортную компанию. Так что кому что надо, пишите по WhatsApp. Ну все, всем спасибо, всем пока. Я устаю от рынка сразу, если честно. Вообще, пока искал машину, сильно уже устал, поэтому пришел на рынок и уже хочется обратно уходить отсюда. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, комменты, да. Вот моя машинка, купил такую Fiat Shuttle.